Да. Добрый день, дорогие друзья. Виджауланет. Меня зовут Елена Евгеньевна. Я проведу сегодня с вами мастер-класс, но прежде мне хотелось бы, конечно, всех жителей нашей дорогой, любимой, замечательной республики поздравить с днем рождения. В этом году наша республика отмечает 101 год нашей замечательной республики. И мы сегодня с вами будем делать сувенир, посвященный, ну, вот как раз вот этому дню. Я предлагаю вот такой вот сделать сувенир. Посмотрите, пожалуйста, это можно использовать как подвес, да. Значит, если приклеить магнитик, то это будет магнит сувенирный, да. Почему лыжи? Ну, это вот не простые лыжи, это лыжи, конечно, охотничьи, да. Почему лыжи? Ну, потому что считается, что наша республика – это родина лыж. Почему родина лыж? Потому что нашли возле Синдерского озера обломок самой-самой древней лыжи. Этому обломку 8000 лет. И существует поверье, откуда произошли лыжи, да, откуда они взялись. Вот есть такое поверье, есть такой миф о Иркопе, который нашел свою аспу, свое дерево нашел, да, нашел волшебное дерево. Из этого дерева он вырезал лыжи, да, лыжу, и получилось, что вот эти вот лыжи стали волшебные. Говорилось так, что когда топилась печка, печка еще не протопилась, а Иркоп уже прилетел 300 километров махнул, да. Вот. И из этого дерева были сделаны лыжи, и это было все в районе Синдерского озера. Вот. Мы с вами сегодня будем делать лыжи. Ну, вы, наверное, увидели, что лыжи, вот эти вот лыжи сделаны из палочек для мороженого, да. Вот я сейчас расскажу, какие нужны будут материалы. Ну, конечно, прежде всего вот палочки. Палочки самые разнообразные могут быть, да. Вот смотрите, могут быть вот такие палочки, могут быть палочки, ну, вот такие длинные палочки. Можно вот такие вот маленькие палочки взять, да. Палочки плоские, очень удобные для работы. Палочки у нас деревянные, то есть это материал натуральный, приятный. И еще вот такие такие палочки, которые используются, наверное, для канапе. Вот, и, значит, этот мы как раз будем делать. Лыжи-то у нас, видите, какие? У нас лыжи охотничьи, и вот для охотничьих лыж применялась вот такая вот палочка, по-другому называлась охотничий посох или койветь. Вот. И вот мы как раз вот эту палочку сделаем под охотничий посох койветь. Да? Так, ну вот немножко расскажу про лыжи. Да? Лыжи делали двух видов. Делали лыжи лысь назывались, да, и делали лямпы. Лысь оббивали мехом. Мех использовали или мех лося, или мех оленя, камбус, да, вот. Оббивали, и вот лыжи, ну, их очень берегли, в сырую погоду, конечно, их не использовали. Так, ну, сами лыжи, вот площадочка, чтобы нога не скользила, делали из бересты. Нос у лыжи, да, был немножко приподнят, его выгибали, и чаще всего даже делали в виде лося. Считалось, что если придать какую-то форму какого-то животного, да, то это повлияет на скорость лыж. Вот. Койветь, тоже интересная такая палочка, она похожа с одной стороны на лопатку, да, а с другой стороны она заострена. То есть использовалась, когда при ходьбе, она использовалась для того, чтобы, ну, ускорить процесс передвижения на лыжах, да, лопатки, значит, конечно, доставали дичь, например, да, разгребали снег, или, например, с помощью острого конца, например, пробивали прорубь. Но ведь республика наша, она у нас не только лыжная, она у нас еще и охотничья республика, да, то есть получилось, что древний промысел мужчин – это, конечно, охота, поэтому вот такие вот лыжи, они, ну,
использовались очень, ну, очень часто использовались. Вот. Так, мы с вами вот выбираем палочки. Я вот предлагаю вот такие палочки взять. Да, вот смотрите. Вот у нас, смотрите, здесь вот такой вот дизайн у наших лыж. Дизайн может быть самый разнообразный. Вот здесь, например, видите, угадывается триколор, да, Коми Республики, Коми флага. Можно сделать свой дизайн неповторимый. Можно использовать, вот палочки выбрали, палочку Кой, ведь мы выбрали, да, вот такую. Вот, что мы еще и будем использовать? Мы будем еще использовать, ну, раскрашивать, да. Можно раскрашивать акриловыми красками, ну, например, вот акриловые краски. Можно использовать маркеры, самые разнообразные. Сейчас покажу маркеры. Вот у меня есть не только маркеры, еще и линнеры есть, да, для тонких работ. Так, в качестве клея можно использовать клей ПВА, да? Можно использовать, в зависимости, если работаем с детьми, можно использовать клей ПВА безопасный, можно использовать двусторонний скотч, можно использовать вот такой вот клей Эрик Краузе, если с детьми, да. Если взрослый человек делает, можно использовать уже, конечно, другой клей, например, момент, или использовать термопистолет. Вот у меня как раз термопистолет тоже тут заряженный. Так, ну, вроде бы все. Еще у нас используются нитки, вот такие джутовые нитки, шпагат. Так, ну и, конечно, ножницы. Итак, значит, мы начнем с того, что мы с вами наши лыжи подобьем мехом. Да, про мех не сказала. Мех можно использовать любой, какой вам нравится. Так, сейчас я вот покажу, что у меня тут собрано. Да, еще маленький кусочек у меня эко-кожи есть. Вот такой вот эко-кожи. Но не только эко-кожа, у меня там где-то есть еще кусок вот такой вот кожи. Да? Это у кого что есть. Значит, ну вот есть кусочек вельвета, если кусочка меха не найдем, да, то можно использовать другую такую ткань, более фактуристую. Так, ну вот смотрите, какие у меня кусочки кожи. Вот кусочек кожи оленя есть, вот такая вот у меня норка есть, да, вот маленький кусочек. И вот искусственный мех, да. Так, ну мы с вами примеряемся, смотрим, чтобы у нас подходило. Так, ну, наверное, вот я могу взять вот, например, вот такой вот кусочек норки. Так, остальные кусочки уберу. И я буду использовать клей Эрик Краузе. Да. Клей Эрик Краузе достаточно такой клей удачный. Он такой хороший по качеству, поэтому приклеивает все. Поэтому, смотрите, хорошенечко намазываю. Наношу клей на палочку. Приклеиваю. Так, я смотрю так, чтобы у меня направление ворса, когда вот собирали такие лыжи, да, смотрели, чтобы ворс был по ходу лыжи, да. Так, для того, чтобы была хорошая скорость. Так, ну вот я сейчас аккуратненько вырежу по размеру, да, по размеру вырезаю. Ну, кожа, у меня натуральная шкурка, да, вот натуральный мех, поэтому достаточно тонкий спил, вот красивый, очень красивая такой мех. Вот я его, вот такой короткий, как раз тут сильно его не надо. Вот, значит, вот смотрите, видите, я уже сделала. Так, убираем лишний мех. Можно здесь вот сделать стрижку. Вот дети очень любят делать стрижку, да, вот такой вот. Мы лишний ворс убираем. Так, вот таким вот образом сделаем, более короткий. Так, лишнее убираем. Так, вот у нас одна лыжина уже готова, видите, вот таким вот образом, да. Так, ну вот вторую лыжу мы также сейчас сделаем. Так, берем клей ПВА, клей наш Эрик Краузе, наносим его на палочку для мороженого. Так, размещаем направление, замечаем направление ворса и аккуратно вырезаем по контуру. Вот таким вот образом. Так, ну вот, практически у нас... Так, сделали стрижку, как очень любим делать стрижку. Сейчас мы это сделаем так, таким образом. Немножечко подровняли, убрали лишний мех, чтобы нам не мешал для работы. Вот у нас, смотрите, мы уже с вами приготовили. Вот у нас уже две лыжины, обитые мехом. Это получается у нас лысь, да, лысь. Вот, надо сказать, что вот лямпа и лысь, да, вот два вида лыж у нас, да, охотничьих. Вот даже сделали соревнования, олимпиада.
То есть когда вот бегут именно вот на таких лыжах. Так, ну вот таким вот образом. Так, значит, здесь мы с вами сделаем, смотрите, вот у нас еще вот такие вот есть вот из кожи, да, вот такие вот лямки. Значит, мы их тоже можем сделать. Можно, здесь два варианта. Можно сделать вовнутрь, да, вот под шкуру, под шкурку, да, можно сделать сверху. Так, для этого мы берем тоненький спил кожи или эко-кожу, ну, как у вас, что у вас есть под рукой, да. У меня вот маленький кусочек натуральной кожи есть. Так, я делаю два аккуратных отрезочка. Так, вот они вот такие небольшие, где-то примерно 5 миллиметров толщина находит, да, это самое. Так, здесь можно воспользоваться, значит, здесь можно воспользоваться термоклеем, приклеить термоклеем. Так, значит, аккуратненько, да, значит, я вот наношу клей немножечко, приклеиваю. Так, замечаю, сколько у меня здесь. Можно, в принципе, полностью обогнуть. У нас все-таки лыжи сувенирные. Вот, и у нас вот эти вот, видите, лямочка вот так у меня получилась, да? Вот так вот лямочка. Ну, вторую лямочку мы делаем аналогичным способом, где-то в середине нашей лыжи. Мы немножечко делаем буквально капельку. Если работаем с детьми, эту функцию, конечно, берет на себя взрослый, да? Вот и так стараемся, чтобы у нас было безопасно. Соблюдаем технику безопасности при работе с термоклеем. Аккуратненько приклеиваем. Вот у нас получается вот такая история. Вот, с лямочками. Так, лямочки готовы. Теперь мы с вами продумаем про дизайн. Да, дизайн наших лыж. Ну, здесь я уже сказала, что вы можете сделать по-своему. Вот, значит, ну, можно повторить вот такой вот, да, такой вот декор. Значит, используем цвета нашего флага. Вот, я беру кисточку, беру акриловые красочки. Так, у меня зеленый, у нас традиционно зеленый-синий. Так, и беленький цвет. Так, и начинаю работать синей краской. Так, водичка. Так. Так, стараемся много воды не брать, да. Акрил у нас хоть и разбавляется водой, но стараемся, ну вот более потемнее у меня получился цвет. Вот здесь вы можете использовать потемнее, посветлее. Вот у меня вот получился, вот видите, вот такой вот вариант. Так, ну и вторую лыжу можно положить рядышком, чтобы они были одинаковые, да, и аккуратненько раскрасить. Значит, еще раз повторю, что вы можете использовать свой дизайн, можете повторить, как я показываю, это ваше желание. Вот. Но стараемся, чтобы на лыжах были, ну, какая-то символика нашей республики. Это все, что мы любим, это снежинки могут быть, да. Это могут быть какие-то зимние, все-таки лыжи зимний вариант, да, вот, поэтому используем зимой, поэтому можно использовать символику зимы, там, да, различных. Так, ну, вот синяя краска поработала, зеленый цвет берем, выбираем, вот, зеленый цвет. Так, и раскрашиваем у нас средний фрагмент, у нас как раз получается зеленой красочкой. Стараемся аккуратненько это делать, чтобы не выходить, не пачкать мех, да, вот наш, который мы приклеили уже. Так, ну вот, с другой стороны то же самое. Так, вот так. Так, ну вот смотрите, что у меня получилось. Можно положить рядышком, сравнить, чтобы у нас две лыжи были одинаковые. Ну вот у меня вроде получилось. Так, кисточку промываем. Так, зеленая красочка нам не нужна. Так, можно воспользоваться белой красочкой. Ну вот здесь вот можно салфеточкой кисточку убирать, просушить хорошенечко, да. Мы используем белый цвет.
Можно не обязательно акриловой краской, можно использовать и гуашевые краски. Вот, просто, ну, то, что как бы удобно, то, что акриловые краски при высыхании уже не будут пачкаться, да. Если использовать как сувенир, который мы будем трогать, да, то это очень удобно, не будет пачкаться. Вот, все-таки гуашь будет влажными руками, если возьметесь, то она оставит след. Может краска испортить, ну, рисунок смыться, да. Так, ну вот у нас пока наши лыжи подсыхают, они у нас, смотрите, уже вот в таком виде, да, осталось только сделать какой-то декор небольшой, да, пока она подсыхает, мы сами займемся палочкой, охотничьим посохом, это коевить, да, вот. Ну вот смотрите, у меня вот в данном случае она вот выглядит вот таким вот образом. Я еще, смотрите, видите, как сделала, у меня подвес, то есть это можно повесить, да, можно повесить, ну там, как использовать, как арт-объект. Вот. Можно использовать как магнитик, да. Ну вот смотрите, нам нужно сделать вот такой вот подвес. Для этого мы берем жгутовую ниточку, так, небольшой кусочек, ну где-то примерно сантиметров 70-80 отрезаю. Так, здесь можно, смотрите, можно использовать наш любимый клей Эрик Краузе, можно использовать термоклей, это как вам нравится. Значит, наносим небольшое количество, да, вот, наносим вот сюда, вот нанесли. Так, и делаем, начинаем с того, что сделаем петлю. Вот я прикладываю ниточку, делаю, оставляю петлю столько, сколько надо. Вот таким образом. Так, и остаток я начинаю наматывать. Наматывать, декорируем вот таким вот образом. Красиво формируем вот этот наш подвес. Вот, ручка. Вот смотрите, натуральный джут вот дает такой натуральный. Вот у меня получился вот такой подвес. Вот. Так, хвостик, остается хвостик, и его можно подклеить. Его можно подклеить на Эрик Краузе, можно клеем ПВА, у кого что есть. Да? Ну вот, самый, конечно, быстрый способ это термоклей, но тогда вам придется самим это делать. Дети могут не справиться. Да? Ну и надо будет следить, чтобы не было ожога. Так, ну вот у меня получилась вот такая вот палочка. Так, теперь, значит, смотрите, мы можем сейчас сделать декор палочки, да. Для этого можно использовать различные маркеры, у меня вот есть, да. Можно такие маркеры, можно линеры использовать. Ну, можно палочку раскрасить, да, какие-то полосочки, это уже как вам нравится. Я вот, смотрите, вот такой вот незатейливый рисуночек делаю полосками. Так, на другой стороне также можно раскрасить. Можно просто раскрасить. Тоже будет неплохо. Так, значит, пока смотрим, проверяем, у меня лыжи еще не подсохли. Так, и я еще хочу сделать, так, ну, наверное, потом, когда я приклею лыжи, тогда я сделаю еще окончательный декор. Так, значит, ну вот у меня получились лыжи, у меня здесь уже практически они высохли, да, уже готовы дальше. Так, и теперь мы накладываем друг на друга. Так, начинаем сборку нашей конструкции, да. Значит, в середине у нас палочка коевить. Вот лыжи наши охотничьи накладываем друг на друга. Так, вот таким вот образом. Вот. Так, примеряем, смотрим, да. Сначала посмотрели, как это будет выглядеть, ну и теперь можно приклеить. Так, небольшую капельку вставляем. Так, собираем наши лыжи. Так, и еще. Так, немножко подержать нужно, чтобы зафиксировалось, да, чтобы приклеилось. Ну, вот практически готово. Так, мне осталось только нарисовать красивые полосочки, красивые снежинки и написать наше любимое слово, слово коми, наша республика, да. Вот, это я могу сделать, можно сделать контуром, можно сделать красочками акриловыми, можно сделать фломастером, линдером, у кого что есть, да. Вот, если вы хотите магнитик, то с обратной стороны можно приклеить как раз магнитик. Но у меня вот, смотрите, у меня вот практически, вот видите, что получилось. С обратной стороны показываю, какая у меня обратная сторона. Вот так, да. Вот, и теперь я порисую контурами, да. Так, у меня вот здесь есть цвет коралловый, да. Так, я могу написать слово коми контуром. Так, сейчас покажу, как у меня получается. Так, посмотрите, что у меня получилось. У меня получилось вот поближе, вот так.
Так, и с обратной стороны, значит, получается, я пишу симметрично. Все делаем симметрично, лыжи, история симметричная. Да, вот так я написала. Любимое слово уже есть. Вот. Здесь можно нарисовать еще какие-нибудь снежинки или сердечки, да, из коми с любовью. Так, ну вот у меня есть еще вот такой вот фломастер, маркер белый. Так, я нарисую, попробую нарисовать снежинки белым маркером, очень удобно. Так, вот такая снежинка, больше такая не снежинка, а звездочка получилась, ну тоже может быть. Вот получились снежинки, да? Так, полосочки могу нарисовать. Полосочку нарисую. Ну, вот. Здесь можно украсить вот эти вот лямочки можно украсить тоже какими-то тоже украшениями, полосочками можно сделать. Ну, в принципе, вот у меня получилась вот такая вот история. Так, ну, здесь можно, конечно, еще декорировать. Это уже на ваше усмотрение, да? Вот, как вам нравится, так и можно сделать декор. Вот. Я надеюсь, что у вас получилось. Вот. Еще раз хочу поздравить всех с праздником, с днем рождения Республики. Вот. И, пожалуйста, творите. Вам творческого вдохновения, здоровья, всего самого замечательного, ну и хорошего. Большое спасибо за внимание.